Здравствуйте, дорогие шестиклассники! Вас приветствует учитель русского языка и литературы Байгазиева Нуризат Суньбековна. Давайте по картинкам определим тему нашего урока. Да, сегодня мы с вами будем говорить о зиме. Тема урока – зима в поэзии Сергея Есенина. Поет зима, аукает. Цели урока – понимать и анализировать содержание прозаических и поэтических произведений, определяя ключевые моменты, понимать главную и детальную информацию. Для начала проведем словарную работу. Мохнатый, сабалак, баюкает, ихтатада, стазвоном, жүздібіспен, сиротливые, жетімсіреу, озябли, тоңда, бешеным, құтырған, дремлют, юхсрау. Зима – самое суровое время года. Снегопады, морозы, вьюги, метели. Не только человек знаком капризам зимней поры, но и птицам и зверям приходится нелегко зимой. Несмотря на все сюрпризы, мы любим зиму за ее красоту. Поэты и писатели в своих произведениях чествовали зиму как гостью, сравнивали с русской красавицей, то со злобной старухой. В творчестве русского поэта Сергея Есенина зима занимает особое место. В 15 лет он написал стихотворение «Поет зима, аукает». Давайте послушаем. Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает стозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокою плывут в страну далекую седые облака. А по двору метелица, ковром шелковым стелится, но больно холодна. Воробушки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна. Озябли пташки малые, голодные, усталые, и жмутся поплотней. А вьюга с ревом бешеным стучит по ставням свешенным и злится все сильнее. И дремлют пташки нежные под эти вихри снежные у мерзлого окна. И снится им прекрасная, в улыбках солнца ясная, красавица весна. Давайте проверим вашу внимательность. Умеете ли вы слушать внимательно? Ответьте на вопросы в таблице. Зима что делает? Метелица что делает? Воробушки, пташки какие? Весна какая? Теперь проверим ваши ответы. Зима поет, аукает, метелица стелится, вьюга злится, воробушки игривые, сиротливые, пташки голодные, усталые, весна ясная, прекрасная. Ребята, давайте теперь самостоятельно, выразительно прочитаем стихотворение, опираясь на рекомендации, данные вам. На прошлом уроке мы с вами прочитали стихотворение Тютчева «Зима недаром злится». Учились анализировать художественные произведения. Познакомились с художественно-изобразительными средствами. Вы послушали и прочитали стихотворение «Поет зима, аукает». Определите тему стихотворения. Найдите эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения. Ребята, проверьте свою работу. Теперь можете оценить свою работу. Если вы определили тему урока, то хорошо. Если вы нашли эпитеты, молодец. Определили сравнение, прекрасно. Если вы нашли метафоры, то замечательно.
А если вы определили олицетворение, превосходно. Недаром госпожа Зима занимает особое место в произведениях поэтов и писателей. Зимняя природа сказочно красивая, она завораживает. Ребята, любите зиму, любите зимнюю погоду, укрепляйте свое здоровье, играйте в снежки, лепите снеговика, катайте на санках, на лыжах и не забывайте подкармливать птиц. И главное, не болейте. Спасибо за внимание. До свидания.